Данное средство поражения это было использовалось как бы в один. Beginilah situasi ruang bawah tanah yang digunakan pasukan Rusia untuk pulihkan pesawat tak berawak atau UAV. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis, 17 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, laboratorium UAV bawah tanah dari kelompok pasukan Dnipro di arah Kakhovsky di wilayah Kherson sedang memulihkan drone angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap untuk bekerja melawan tentara Kiev kembali. Dan sekarang sedang mempersiapkan drone Mammoth Ukraina untuk diluncurkan, kata seorang prajurit dengan tanda panggil multi kepada RIA Novosti. Di ruangan itu juga drone Kamikze VT-40 sedang dimodifikasi untuk digunakan kembali. Unit ini tidak hanya menggunakan perkembangan baru, tapi juga mengirimkannya ke arah lain. Данного средства. Трофейные детали и запчасти, которые непосредственно изучаются нашими инженерами, изучают их характер, как используется противником, изучаются и придумывают наши инженеры противодействия против них. Вот одна из трофеев, которая недавно нам поступила, сейчас инженера разбирают для деталей всю схему, все платы. Также перенимаем опыт у противника по смене частот, по созданию воздушных ретрансляторов и так далее. То есть ребята работают постоянно, не просто дорабатывая, то есть дроны Судоплатова, да, а постоянно еще придумать что-то новое. Все трофейные дроны, которые есть возможность восстановить, на примере Мамонта мы восстанавливаем и непосредственно возвращаем на расчеты для дальнейшего применения уже непосредственно по боевикам ВСУ. У нас это получается мини-агродрон, собран из комплектующих трофейных дронов. Это у нас моторы трофейные, купленная рама. Трофейная у нас электроника в нем стоит и получается протокол видеопередачи. Мы его собрали, доработали, установили протокол связи Гермесом в открытом доступе, ничего секретного, тепловизор, систему сброса, ну и, соответственно, маленькие настройки, которые находятся внутри для уже более такой точной и массированной обработки противника весом до 5 килограмм. На самом деле наше подразделение интернациональное со всего бывшего Советского Союза и работает оно дружно, как в Союзе. Настоящее братство. Я сам родом из Таджикистана, учился и закончил военный университет Российской Федерации в городе Твери. Родился я в Алматинской области, Республика Казахстан. В 6 лет переехал в Россию к своим, уже переехавшим на тот момент родственникам. Я являлся военнослужащим ПСН «Патриота», то есть главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, непосредственно в 6-м казачьем полку 1-2 армейского корпуса, 3-го СВО, провоевав и переведен в 70-ю дивизию. Работаем во благо Российской Федерации, приближая день за днем победу. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.